Добрый день, уважаемые первокурсники! Мы приветствуем вас в онлайн-формате в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы. Меня зовут Максим Балихин, я являюсь заместителем директора Департамента по воспитательной работе и молодежной политике. Волнительное время поступления в университет прошло, можно расслабиться, но дней до начала учебного года остается все меньше и меньше. И мы предлагаем вам с пользой провести эти дни, начать подготовку к 1 сентября уже сегодня. Сейчас с коллегами мы ответим на самые главные интересующие вас вопросы, расскажем о том, как подготовить себя к 1 сентября. И, пожалуй, начнем. Разрешите мне передать слово первому проректору нашего университета Алмазу Флюровичу Мустаеву. Добрый день, уважаемые студенты, первокурсники. Я от лица ректора Салавата Сагитова, от себя лично, от коллег, поздравляю вас с зачислением. Вы студенты Акмуллинского университета, университета, который входит в 5 лучших педагогических вузов России и который гарантирует качество образования, но и, кроме того, очень интересную творческую студенческую жизнь. Об этом вам расскажу. Прежде всего, я бы хотел сказать, что, конечно, у вас есть время еще отдохнуть, но 1 сентября мы вас ждем, День знаний, у нас будет линейка торжественная, мы ее обязательно проведем, готовим для вас интересную программу. И, конечно, вы познакомитесь с коллективами факультетов, с деканами, заведующими кафедрами, с преподавателями, которые вас ждали, со многими из вас они общались в ходе приемной кампании. И, естественно, я бы хотел сказать, что обучение у нас будет в очном формате, то есть вы придете в наши корпуса, будете обучаться в очном формате, познакомитесь друг с другом, ну и, конечно, я уверен, запишитесь в различные творческие команды нашего университета. У нас это одно из наших особенностей, то, что мы предлагаем студенту, творческую реализацию, об этом расскажем. Конечно, иногородних мы полностью обеспечиваем общежитием. На сайте уже появилась информация о графиках и потоках заселения, медосмотра. Для ребят там надо встать на воинский учет. Все это там написано. Если не ошибаюсь, 23 августа у нас по графику будут заселяться наш студенческий городок. Что касается вакцинации, могу сказать, что мы рекомендуем вам вакцинироваться, но обязывать мы вас не будем. То есть, пожалуйста, вы приезжаете, заселяетесь, учитесь в таком формате. Но все-таки, поскольку я сам вакцинированный, могу вам посоветовать, имею право это сделать. Но это вы примете решение, может быть, в процессе обучения вакцинируетесь. В общем, что касается режима обучения, естественно, все необходимые медицинские нормы, это все будет обеспечено. Мы вас ждем, готовимся, и я надеюсь, вместе с вами мы отпразднуем это выдающееся событие, как зачисление, прием 1 курса. Желаю вам удачи. Алмаз Юрьевич, мы вас благодарим. Теперь, уважаемые первокурсники, коротко о том, что вам предстоит успеть сделать в эти ближайшие дни до 1 сентября. Обратите внимание, пожалуйста, на следующий слайд. Сообщу, что вся информация, о которой пойдет речь сегодня, уже представлена на нашем сайте, на наших ресурсах в соцсетях. Сегодня мы будем раскрывать детали этой информации. Давайте по порядку. Во-первых, вам необходимо пройти медицинский осмотр. Юношам необходимо встать на воинский учет. Всем студентам пройти онлайн-тестирование, это несложно, оно займет у вас буквально 10-15 минут вашего времени. Иногородним студентам предоставляется общежитие, и все, кто в нем нуждается, будет заселен в общежитие. Сегодня вы узнаете, далеко ли общежития располагаются от наших учебных корпусов, сколько стоит проживание, как заселиться, какие документы для этого подготовить. И, конечно же, принять участие в самом главном мероприятии августа – это адаптационный лагерь для первокурсников, в рамках которого вы познакомитесь со всеми своими будущими одногруппниками, руководящим составом вашего факультета или института,
а заодно с правилами не только поведения, но и учебы в университете, и мы раскроем вам секреты всей нашей активной внеучебной деятельности. Итак, пожалуй, начнем. Начнем с мероприятий, которые касаются всех. Это медицинский осмотр и онлайн-тестирование. О том, как это все будет проходить и в каком порядке, нам расскажет начальник отдела социальной и психологической поддержки обучающихся Лясян Мирсаетова. Добрый день, уважаемые участники. Что включает в себя медосмотр? Мы для студентов, которые к нам поступили, проводим углубленный медосмотр для того, чтобы определить группы для занятий физической культурой, чтобы определить, есть ли среди студентов нуждающиеся в оздоровлении, чтобы прикрепить студентов к поликлинике, которая обслуживает наш вуз, и для того, чтобы вести студентов в процессе их обучения. То есть те студенты, которые прикрепляются к нашей поликлинике, они могут обращаться в любое время в первую поликлинику. Здесь вот четко указано, что нужно при себе иметь. Ну, понятно, что пакет документов у вас должен быть. Справку 086 поликлиника не требует. Если она есть, то это будет плюсом. Если нет, то ничего страшного. Обратите внимание, что обязательно нужен результат флюорографии. И пункт номер 6, наверное, у вас вызывает вопросы, что значит биоматериалы для проведения анализа. Это, говоря на медицинском языке, кал на яйцеглист. Для чего проводится этот анализ? Для того, чтобы вы могли получить допуск для посещения бассейна. У нас при нашем университете есть бассейн. В этом году есть договоренность, что студенты первого курса будут посещать этот бассейн. А значит, необходимо иметь на руках нужные анализы. Так ведь? Так вот, во время медосмотра эти анализы вы должны будете сдать. Значит, медосмотр проходит по адресу Чернышевского, 125. Это студенческий медицинский центр. Туда вы приходите строго по графику. График есть уже, он утвержденный. Строго по графику натощак. Если ваше время медосмотра определено в 12:00, допустимо вам принять легкий завтрак. Но имейте в виду, что завтрак должен быть действительно легкий, чтобы ваши анализы были верные. Иначе получится, что анализы неверные, и нужно повторно сдавать эти анализы. По медосмотру, если будут вопросы, пишите, задавайте. Исходя из опыта прошлой встречи с вами, хочу сказать, что те студенты, у которых есть ограниченные возможности здоровья, и по каким-либо причинам они не могут проходить медосмотр, им нужно будет в день прохождения медосмотра вашего факультета подойти все-таки в студенческий медицинский центр и пройти к терапевту. Терапевт ваш Буранбаева Рафия Фазыловна. Она вас примет, возьмет необходимые документы и далее уже четко скажет, что и как далее, как вам дальше поступать. Необходимо будет прийти к терапевту. Лясяна Анваровна, подскажите, пожалуйста, вот, чтобы студенты сейчас не переживали и не пытались в торопях фиксировать информацию со слайда у себя где-то в блокнотике, вся эта информация уже есть в графике, который вы можете увидеть на сайте, в соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграм, даже в личном кабинете, который уже заведен, на наших информационных ресурсах. Ребят, там все это изложено в доступной, понятной форме, не переживайте. Не торопитесь все записывать за нами сегодня во время нашей работы. Сегодня мы раскрываем только детали. Кстати, работаем в прямом эфире, можете в комментариях задавать вопросы, в том числе уточняющие вопросы. Двигаемся дальше, Лясяна Анваровна. Есть такая процедура, как постановка на воинский учет для юношей, естественно. Что необходимо делать в рамках этой процедуры нашим юношам? Здесь хотелось бы уточнить, могут быть военнообязанными не только юноши, но и девушки, поэтому те люди, которые являются военнообязанными, в том числе и призывники, должны подойти в мобилизационный отдел нашего университета, который находится во 2-м учебном корпусе, где вы сдавали документы, на 3-м этаже, кабинет 313. В графике тоже день посещения и даже время посещения этого отдела указан, поэтому, пожалуйста, старайтесь следовать графику. Значит, вы приходите, с собой вы приносите паспорт, приписное удостоверение или военный билет, обязательно одно фото и ордер о заселении, если вы заселились в общежитие.
Значит, приходите в свое время и встаете на воинский учет. Сниматься с воинского учета с прежнего не нужно. Пока такая информация по воинскому учету. Благодарим вас, Ляся Анваровна. Последний вопрос в рамках нашей с вами встречи сегодня, но встреч с Лясян Анваровной у вас будет еще очень много, потому что Лясян Анваровна отвечает не только за медицинские осмотры и тестирование, это еще целый гигантский блок со стипендиями. По стипендиям чуть позже, а пока тестирование. Для чего оно необходимо, когда его необходимо пройти и в каком формате? Тестирование будет проходить в онлайн-формате. Будет проходить тоже в соответствии с графиком, определенные дни уже указаны в графике. Что это тестирование дает? Мы проводим так называемое входное тестирование для определения вашего уровня стрессоустойчивости. Для того, чтобы потом в процессе адаптации, если выявляются какие-то проблемные точки, мы могли адресно помочь тому или иному студенту. Вы не переживайте, это не какой-либо тест для того, чтобы отсекать кого-то, отсеивать. Нет, это тест для того, чтобы мы могли помочь студентам, которые по той или иной причине испытывают трудности в процессе адаптации. Работает квалифицированный психолог при необходимости, дает рекомендации. Если нужно, происходит встреча с такими студентами, которые испытывают определенные трудности. Чаще всего бывает так, что студенты сами изъявляют желание обратиться к психологу и, соответственно, решить проблемы, которые у них возникают. Если говорить простым языком, буду неправ, поправьте, Ляся Анваровна. Хорошо. Когда вы переходите из школы в университет, вы волнуетесь. Тревожность у всех может быть разного уровня. От легкой, допустим, и какой-то нормальной до серьезной. И вот тестирование помогает определить ребят, которые переживают чуть больше, чем все остальные. И направить наши возможные ресурсы помощи таким студентам адресно. Вот для этого необходимо тестирование. Я прав? Вы абсолютно правы. Еще раз повторюсь, что тестирование проходит в онлайн-формате. Вам будет передана ссылка через заместителей деканов, руководителей структурных учебных подразделений. И в то время, когда определено по графику, вам нужно будет подключиться, пройти тестирование, ответить на несложные вопросы, и в целом все. Ляся Анваровна, благодарим вас за подробный, детальный ответ на эти вопросы. Но по-прежнему Ляся Анваровна с нами. Всю онлайн-процедуру общения. Задавайте вопросы, мы будем готовы на них ответить. Переходим к следующему блоку. Это очень важный блок. Студенческие общежития, студенческий городок. На вопросы, связанные с тем, где находятся общежития, сколько они будут стоить в месяц или же в год, нам ответит директор студенческого городка Гульнас Хазиева. Гульнас, приветствуем вас. Доброго дня, уважаемые наши первокурсники. Итак, коротко о заселении общежития. Место общежития предоставляется студентам очной формы обучения, как бюджетным, так и коммерческим. В общежитие нужно будет заселяться обязательно строго по графику, в день заселения своего факультета, института. С графиком вы можете ознакомиться в группе ВКонтакте, либо же на официальном сайте университета. Заселение у нас происходит по факультетам. Третье общежитие, которое находится у нас по улице Свердлова, 55, там у нас живет естественно-географический факультет. Общежитие номер 4 живет у нас факультет психологии, художественно-графический факультет, институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий и институт педагогики. Общежитие 5, институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования, институт физической культуры. И общежитие 6 у нас факультет башкирской филологии и институт филологического образования и межкультурной коммуникации. Ребят, пусть вас не пугают разные адреса у каждого общежития. Общежитие находится в одном студенческом городке. Расстояние между общежитиями буквально 30-50 метров. Все будете жить рядышком. Если ваши друзья поступили тоже в педагогический университет, но на другой факультет, вы будете жить, скорее всего, в разных общежитиях, но ходить друг к другу в гости, да, это можно, вы будете жить рядышком. Гульнас, все ли мы рассказали про общежитие? Стоимость. Главный вопрос, наверное, Документы. который интересует, да, и документы. Да. Также коротко расскажу про документы, которые нужны для заселения общежития.
Весь перечень, в принципе, он есть на сайте университета. Также повторюсь то, что в группе ВКонтакте. Вы обязательно на заселение приезжаете уже с готовыми документами. Они обязательно должны быть уже заполнены. Привозите с собой в 2 экземплярах договор найма жилого помещения, ордер, заявление на предоставление места общежития, заявление на регистрацию по месту пребывания. И обязательно нужна будет копия паспорта, 6 фотографий 3×4, результат флюорографии. И нужно будет привести чек оплаты за проживание плюс копия чека. Копия чека пишется для того, чтобы, если вы оплачиваете непосредственно через кассу, либо в банке, то копия чека. Если же вы оплачиваете онлайн, то чек нужно будет распечатать. Вот. И стоимость проживания в общежитиях. Общежитие номер 3 – это 1063 рубля в месяц. Общежитие 4, 6 – 1368 рублей в месяц. Общежитие номер 5 – 1468 рублей в месяц. Еще раз повторюсь, то, что можно оплатить через Уралсиб онлайн, либо кассу, и либо же через Сбербанк онлайн и также через кассу. Все наши реквизиты нашего университета, все там есть. Вот. Гульнас Разильевна, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо льготы для студентов, которые планируют проживать в общежитии? Если есть, то какие категории студентов могут претендовать на эти льготы и получить их? На льготы претендуют, то есть на бесплатное проживание, это дети-сироты, дети, которые остались без попечения родителей, ветераны боевых действий, инвалиды 1-2 группы, инвалиды с детства. Но с этим вы можете ознакомиться на сайте университета, там у нас размещено положение о заселении. Расскажите, пожалуйста, еще и про то, что можно ребятам привезти в общежитие из бытовой техники, мебели, а что привозить не нужно, что предоставляется нашим университетам в каждой комнате. И вообще в целом про удобство. Вот какие они общежития? Что в общежитиях есть вообще, что предоставляется студентам? Ну, это постельные принадлежности. Если у вас есть свое, конечно же, вы можете привезти свое. Также предоставляется мебель, кровать, стул, стол, тумбочка, шкаф. Ну, шкафчики, допустим, тумбочки, если столы, стульчики, если есть свое, то тоже также можете привезти. На кухне у нас оборудованы микроволновые печки стоят, термоподы, плитки электрические. Электрические, получается, в 4-м общежитии, в 3-м, в 5-м газовая плита у нас. Вот. И в каждом общежитии есть еще комната отдыха? Да, в каждом общежитии у нас, получается, есть читальные залы, спортивные залы, комната отдыха. Да. И всем этим ребята могут пользоваться бесплатно? Да, конечно. Замечательно. Есть ли такие предметы, которые мы не рекомендуем привозить в общежитие, потому что использование этих приборов в общежитии будет считаться нарушением правил проживания и в целом безопасности, да? Да. Так, что с собой нельзя? Начнем с этого. Электрические чайники, электрические плитки, это вот несертифицированные удлинители, обогреватель, кипятильники у нас любят студенты привозить, мультиварка и, конечно же, это домашние животные. Вот. Что нужно взять? Это, конечно же, в первую очередь посуду, холодильник. Холодильники, возможно, есть в общежитиях, но не факт, то, что оставили, скорее всего, уже все старшие курсы уже все с собой увезли. Вот. Можно взять с собой фен, ноутбук для обучения, принтер, також и утюг. Я уточню, в старший курс, если увез холодильник, то, скорее всего, свой, не университетский. Конечно, да, свое. То есть с собой привезли, но мало кто оставляет с собой, обратно все увозят. Гульнас Разильевна, благодарим вас. Еще раз напоминаю, ребята, что вся информация и про общежитие, в том числе, что с собой везти в качестве документов, в какой день проходить заселение, по какому адресу, все находится в едином графике вместе с информацией о медосмотре и о тестировании. Единый график вы можете найти на сайте или же уже на странице своего факультета, своего института, связавшись с заместителем декана, директора по воспитательной работе или уже со студенческим активом. Кто-то из вас, я знаю, уже начал задавать вопросы нашим студентам старших курсов, как вообще в педагогическом университете. Один важный вопрос, который мы пока упустили, это электронный пропуск. В каждом нашем общежитии и учебном корпусе установлены турникеты, и система допуска у нас основывается на персональном электронном пропуске. Каждый из вас во время прохождения вот этих процедур в августе
перед началом учебного года, по графику будет получать электронный пропуск. Для этого нужно иметь паспорт и ордер, если вам еще необходимо подключить этот пропуск к общежитию. Городские ребята тоже будут получать пропуск для того, чтобы проходить в учебный корпус. Где, когда, в каком порядке, что нужно иметь при себе, пожалуйста, на экране. И еще раз повторяюсь, в едином графике мероприятий для первокурсника. Двигаемся дальше. Пожалуй, самое интересное, коллеги, не умаляю заслуг и достоинств ваших блоков, Лясян Варна и Гульнас Разильевна. Адаптационный лагерь движения. Лагерь, который проводит только наш университет в Республике Башкортостан. Что это, для кого это и в чем польза этого мероприятия, вам расскажет директор этого лагеря. Кстати, она еще студентка, но уже директор этого лагеря, Иделя Мустаева. Иделя, вам слово. Да, спасибо большое. Добрый день, уважаемые студенты. Поздравляю вас, наконец-то, с завершением вашего этапа, что вы поступили именно к нам. Это очень круто. Итак, что же такое адаптационный лагерь? Прошу заметить, в этом году он у нас юбилейный. Это 5-й юбилейный адаптационный лагерь. Это двухдневное погружение вас в разнообразную деятельность до начала учебного года. Вся деятельность будет связана с тем, что в будущем, когда уже начнется учебное время, учебный год, вам будет намного легче адаптироваться, намного легче уже входить в студенческую среду. Этот лагерь будет двухдневный, 30-31 августа. За это время вы успеете познакомиться со своими одногруппниками, со своими товарищами, которые старше вас, то есть на несколько курсов. За это время вы сможете познакомиться с администрацией нашего вуза, и притом в неформальной обстановке. Также вы узнаете, что такое вообще по-настоящему студенческая жизнь, уже, я повторюсь, до начала учебного года. И, конечно, получите массу просто положительной энергии, массу впечатлений, массу, конечно же, полезной информации, которая вам пригодится в дальнейшем. Вот, поэтому мы всех ожидаем. Что насчет того, если с вами еще не связались? То есть с каждым из вас будет работать куратор нашего лагеря. У нас 2 куратора на институт. Не волнуйтесь, с вами обязательно свяжутся до лагеря, дадут всю информацию, которая вам будет нужна, куда приходить, во сколько приходить. Поэтому, друзья, мы всех ожидаем. Это действительно один такой из наиболее ярких, я думаю, да, крутых проектов, которые у нас вообще проводятся в БГПУ. Это действительно тот проект, который уникальный. Он делается от студентов, конечно же, при поддержке вуза, и для вас, первокурсников, для студентов. Поэтому мы всех ждем. Вся информация будет в группе движения и у ваших кураторов. С вами свяжутся. Кстати, забегая вперед, Идель, можно раскрыть некоторые секреты лагеря? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, хорошо. 1 сентября, первая половина дня – это торжественная линейка. Да. Во второй половине дня будет концерт для вас, для первокурсников. В рамках этого концерта состоится закрытие лагеря, награждение самых-самых. Уже кто-то из вас получит сувениры, да? Да, это розыгрыши, это подарки, это сувениры, это будет яркое завершение, закрытие этого лагеря. Это будет, знаете, такое как посвящение уже как вас в студенты. И это действительно будет самый настоящий праздник. Поэтому на него мы тоже вас обязательно ждем. И несмотря на то, что в первых числах сентября мы обязательно вас погрузим в знакомство, поправьте меня, если я неверно говорю, с нашими спортивными коллективами, творческими коллективами, различными студенческими объединениями, а их у нас только студенческих объединений 28, и вы обязательно выберете для себя что-то интересное в рамках лагеря. Подробная информация о спорте, о творчестве, о студенческой молодежной науке, о студенческих объединениях будет, и будет информация, кто руководит этими направлениями и как к ним записаться. Верно ли я говорю? Все верно. К нам поступает масса вопросов, по-моему, да? Подскажите, коллеги. Да, и первый Есть? вопрос я смотрю по медосмотру. Первый вопрос о медосмотре. Медосмотр для всех студентов или только для тех, кто будет заселяться? Лясян Варна. Медосмотр для всех студентов, поскольку мы должны учитывать всех студентов, которые у нас обучаются. Медосмотр у нас проводится на 1-м курсе и на 3-м курсе. Для чего мы, еще раз говорю, делаем? Для того, чтобы, во-первых, могли ввести вас в группу по физкультуре. Это будет основная группа или все-таки диспансерная, да, группа?
Потом, для того, чтобы вас могли прикрепить к этой поликлинике, потому что все-таки первая поликлиника ведет студентов нашего вуза, для того, чтобы вы могли обратиться в эту поликлинику в любое время, даже если вы не заселяетесь, вам нужно будет пойти на медосмотр. Вопросов много. Вот следующие 3-4 вопроса тоже про медосмотр. Биоматериалы сдавать у себя или в Уфе? Биоматериалы вы несете с собой на медосмотр, в день медосмотра. Можно ли сдавать медосмотр в другом месте, я предполагаю, по месту жительства, да? Или обязательно в поликлинике номер 1 города Уфа? Еще раз говорю, вы идете в свой день, согласно графику, в поликлинику номер 1. Это обязательно, ребят. То есть доступ, медицинский доступ к учебе в университете дает только студенческая поликлиника. Да. Здравствуйте, результат флюорографии в справке 86 подойдет? Если там четко видно, что вы проходили, когда сроки, и там четко проставлены сроки, то допустимо. Если даже вы прошли уже медосмотр, вам нужно будет пройти повторно со своей группой. Так, если я не буду жить в общежитии, мне все равно пройти медосмотр. Да, ребят, медосмотр обязательно проходить. Одна из причин – это допуск к занятиям физической культурой. Да. По результатам медосмотра вас определяют в ту или иную категорию. В каком разделе смотреть? Если вы не вообще про медосмотр, информация в самом графике. У нас есть график обязательных мероприятий для студентов. Там есть все основные моменты, все основные мероприятия, которые вам нужно пройти. Медосмотр в том числе. Так, еще вопросы. Здравствуйте. В другом городе уже прошел медосмотр, а в другом в университете прошел медосмотр. Видимо, студент переводом к нам идет, да? Нужно ли мне снова проходить? По всей видимости, да. Вы Вам идете, что-то могут, наверное, да, там перезачесть, да, если этот перезачесть. медосмотр Это был уже на недавно. решение врачей. Так, каких врачей нужно проходить? Так, в первую очередь это терапевт. Далее вас со следующим списком уже поликлиника ознакомит на месте. Так, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Двигаемся к следующему. Подходит ли флюорография июля 2020 года? Можем ли мы ответить на такой вопрос? Ну, вообще флюорография имеет срок давности, так ведь? Год. А у вас срок уже вышел. В бассейн обязательно ходить или как? Вот как раз после прохождения медосмотра вам будет дан ответ, нужно ли вам посещать, можно ли вообще посещать бассейн. Вы, наверное, не случайно задаете такой вопрос. Вы стесняетесь или вам по состоянию здоровья нельзя? Если стесняетесь, мы рекомендуем преодолеть это стеснение. Мы единственный вуз в республике, у которых 2 бассейна. И все прекрасные. Рекомендуем пользоваться этими услугами. Так, здравствуйте. Скажите, за общежитие платить при заселении? Ну, за общежитие лучше заплатить до заселения, то есть до приезда. Там суммы все указаны, реквизиты все тоже есть. Тем самым, я так понимаю, Гульнас, вы сэкономите себе время. Вам не нужно будет идти до терминала оплаты, вводить там реквизиты, ждать, тратить на это минут 30. Тем более вам нужно привозить либо распечатанный чек, либо же копию чека, поэтому... это Рекомендуем очень... до. Да. Можно в общежитие привезти принтер. Да, конечно. Да, и ваши соседи вас тоже за это отблагодарят. Так, платить за 11 месяцев или за один можно? Интересный вопрос. Рекомендуем оплачивать за 11 месяцев. Есть ли холодильники? Не во всех комнатах, ребят, есть холодильники. Как правило, холодильники остаются вам в наследство от ваших старших товарищей. И так, если ты прописан в Уфе, можно ли получить общежитие? В исключительных случаях – да. О том, в каких случаях, можете уточнить на сайте, на странице студенческого городка в разделе «Положение о заселении». Если вы живете, допустим, на окраине города, и расстояние от вашего места жительства соизмеримо с расстоянием от деревни Уфимского района или же за ее пределами до университета, да. Если какие-то проблемы начинаются в семье, в взаимоотношениях, в этих случаях мы тоже идем навстречу студентам, заселяем студентов в общежитие. Так, можно ли получить пропуск в другой день? Ну, в порядке исключения, ребят, да, но рекомендуем все же проходить все по графику. Так, БГПУ, структура, университет. Так, в какой... Можно поднять немножко... Так, да. Вот в каком разделе сайта находится ссылка на страницу факультета перевода и Тут есть уже ответ, переводоведения? я так понимаю. Да, вам ответили уже. Спасибо тем, кто помог ответить на этот вопрос.
Так, входит ли многодетная малоимущая семья в соцкатегории? Если да, есть запись про ГСС, про стипендии, Лесяна Павловна. Вопрос про стипендии все-таки появился. Смотрите, если вы действительно относитесь к категории многодетной малоимущая семья и являетесь получателем государственной социальной помощи, вам нужно обратиться в отдел соцподдержки по месту проживания, получить эту справку, который дает право вам назначить социальную стипендию. И до 13 сентября текущего года вам нужно будет справку вашу, оригинал, и заявление сдать в деканат. И с момента подачи заявления вы имеете право получать социальную стипендию. Поэтому не оттягивайте это время, пожалуйста, получите справку о том, что вы получатель социальной помощи именно в отделе соцподдержки по месту проживания, и сдайте все в деканат. Есть ли скидка на проживание в общежитии? Вопрос по стоимости. Ребята, есть ли льготы? О льготах вам подробнее расскажет документ. Если будут вопросы, то есть сложно документ читается, задавайте его непосредственно администрации студенческого городка, вам там очень компетентно, грамотно ответят. Приветствуем участников прямого эфира. Взаимно приветствуем и участников прямого эфира по ту сторону экрана. Обязательно ли посещать бассейн, если вы не умеете плавать? Рекомендуем посещать бассейн, вас плавать научат. Так, можно ли на второй день лагеря заселения в общежитие, если у вас там второй день лагеря, да? 31-го они предполагают. Заселение в общежитие будет с 23 по 26, а у вас лагерь с 30 и 31. Я так понимаю, это вопрос студента, который планирует поступать на коммерческой основе, да? Так, ну здесь приоритет я рекомендую вам отдать на заселение, а со студентами коммерческой формы обучения мы обязательно проведем дополнительные мероприятия в первые дни сентября, придумаем, как сделать так, чтобы вам было интересно, как и ребятам, которые лагерь прошли. Лагерь будет проходить в городе или куда-то придется уезжать. Никуда уезжать не придется, ребята, вы будете жить в общежитиях, а лагерь, все мероприятия свои проводит в уличном и аудиторных форматах на базе наших учебных корпусов. Так, я с работы каждый день, каждый год прихожу, с ним можно прийти, могу медкнижку принести. Это, наверное, медосмотр. Наверное. Вы берите с собой медкнижку, приходите, там уже на месте медики посмотрят и скажут вам. Терапевт наш, курирующий наш терапевт Буранбаева Рафия Фазыловна. Здравствуйте. Если я ни разу не был еще в военкомате, что мне делать? И если вас еще ни разу военкомат не теребил, вам везет, наверное, в этом случае, да? Но рекомендую вам забежать в военкомат. Вам гарантирована отсрочка от военной службы. Вы просто правильно оформите все документы, чтобы в будущем у вас не возникло каких-то проблем, которые могут доставить вам неудобства. Так, заселяться можно 30 и 31 числа, так как нет возможности приехать в срок. Рекомендуем лучше приехать по графику, потому что у вас расписаны все мероприятия, то есть вам проще будет, если вы будете это делать со своими. Но если, допустим, человек находится по объективным причинам в другом городе, то есть это из другого региона России, может приехать только в эти числа, то есть его все равно заселят же, да? Вас на улице, ребята, никто не оставит. Сотрудники студенческого городка ежедневно работают до, как говорится, последнего клиента, но не стоит злоупотреблять их доверием. Ребятам тоже нужен отдых. Сроки прохождения медосмотра и получения пропуска, они все указаны в графике. Пожалуйста, внимательно посмотрите. 24 числа мы начинаем прохождение медосмотра. И там строго по часам все расписано. Поэтому, ребят, я вас очень прошу быть внимательными и стараться максимально делать все в свое время. Лесяна Анваровна, подскажите, на что еще обратить внимание в графике? Ориентируйтесь только не на факультет и институт, там есть еще направление подготовки. Да, обязательно. Да? То есть один факультет может в разные дни проходить заселение и иные процедуры. Обратите внимание по своему направлению подготовки. Вот смотрите, например, у нас естественно-географический факультет, 2 направления – биология и второе направление – педагогическое образование. Значит, биология идет в первый поток,
а второе направление педобразования идет во второй поток. Поэтому те, кто поступил по специальности биология, то есть по направлению биология, вам необходимо приехать на заселение 23 числа. В день заселения, если вы успеваете, вы можете идти на оформление пропуска. Это допустимо. То есть по тому же адресу. Если вы приезжаете с утра, заселились, все процедуры, которые необходимо пройти в общежитии, прошли, все успели, вы можете прийти 23 числа, получить пропуск. Это допускается. То есть сотрудники, которые будут вас ждать в 201 кабинете, они будут готовы вас принять и, соответственно, выдать вам пропуск. То есть еще раз, ребята, В графике это тоже указано, имейте в виду. обращайте внимание на направление подготовки, которое вы выбрали, по которому вас зачислили. И еще раз, для чего график? Если не будет графика, мы будем стоять в последние дни августа в больших очередях и в общежитие, и на медосмотр, и на выдачу электронного пропуска. Вот чтобы этого не было, мы сегодня работаем по графику и уже работаем по нему несколько последних лет. Так удобнее, в первую очередь для вас. Есть ли еще вопросы или они уже повторяются? Можно ли для начала заплатить за 3 месяца проживания? Да, можно. Можно. Есть ли льготы для детей-сирот? Как уже сказала Гульнас Разилевна, во-первых, студенты-сироты заселяются к нам в общежитие бесплатно. Во-вторых, вы поступили по особой квоте. В-третьих, вы будете получать все гарантированные государством пособия в нашем вузе и обязательно социальные стипендии. Ну и забегая вперед, скажу, для студентов-сирот, для студентов с особенностями здоровья, для студентов, которые являются малоимущими, предусмотрена повышенная государственная социальная стипендия после первой промежуточной аттестации. В ваших силах и в ваших интересах пройти первую промежуточную аттестацию на хорошо и отлично, и тогда вы можете претендовать на повышенную государственную социальную стипендию. Это тоже поддержка для студентов, в том числе и для сирот. Ребята, у нас для вас заготовлена еще одна процедура, она будет в сентябре, но скажу о ней сейчас. Вам поступит через соцсети факультетов и институтов ссылка на опросник, в котором множество вопросов, кто чем занимался в школе. Спортом, творчеством, общественной деятельностью, на каком уровне, то есть занимал ли какую-то должность, побеждал ли в соревнованиях или же имеет дипломы, благодарственные письма там, лауреата конкурса такого и такого. Планируете ли вы заниматься спортом, творчеством в университете? Если да, на каком уровне попасть в сборную факультета? Может быть, амбиции вам позволяют заявиться и в сборную вуза. Вот детально ответьте на эти вопросы, оставьте свои контакты, и тогда менеджерам наших спортивных команд, секций, творческих коллективов и руководителям студенческих объединений будет гораздо проще и быстрее с вами связаться и пригласить в свои ряды. Все это делается для того, чтобы быстрее наладить связь между нашей широкой внеучебной деятельностью и теми, кто хочет принять в ней самое активное участие. Ну что, наша встреча подходит к своему завершению. Вопросы, которые вы задаете, это уже вопросы повторяющиеся. Так, ну вот давайте еще на один ответим. Можно ли заселиться в комнату с кем я хочу? Если вы с одного факультета, а у нас блочное заселение, то есть факультетное или же институтское, они живут вместе на одном этаже или же там на части этажа. И если вы пришли вместе и говорите, мы хотим вместе, мы такие пожелания учитываем, стараемся их удовлетворить. Так, стипендия с первого месяца? Да, стипендия с первого месяца. А вот после первой сессии результаты сессии покажут. Будут влиять, да, на ваш... Постарайтесь учиться хорошо и отлично. Летний трудовой семестр, о котором вы здесь говорите, он в связи с сложившейся ситуацией, эпидситуацией, да, эпидемиологической ситуацией, пока на этот год отменен. Так, к приезду уже все комнаты распределены. Ну, как правило, практически да. Но если, еще раз повторяюсь, во время заселения вы какие-то свои пожелания озвучите, студенческий городок постарается их учесть. Потому что от этого зависит ваше самочувствие, комфортное и так далее. Так, на онлайн-тестирование нужно ли иногородним приезжать в Уфу? Онлайн-тестирование вы можете пройти, ребята, из любой точки земного шара, просто перейдя по ссылке на тест. Можно будет 23-го приехать, заселиться и сразу пройти медосмотр. Вас вне графика на медосмотр не примут, поэтому, пожалуйста, со своей группой
со своим направлением в свой день приходите, потому что вас будут принимать по списку. Списки мы передаем в поликлинику заранее. Можно ли занять общежитие на всякий случай до 30 числа, если вдруг не смогу найти для съема? Ребят, если вы даже не найдете жилье съемного характера, бронировать общежитие не обязательно, вы можете потом в сентябре, в октябре прийти в студенческий городок. Если вам полагается общежитие как иногороднему, вам будет предоставлено место, не переживайте. Будет ли практика в общежитии? Я так понимаю, какая-то отработка летняя? Об этом я уже сказала, что летний трудовой семестр, как мы его называем в этом году, в связи со сложившейся ситуацией, пока отменен. Его не будет. Да. Скорее всего, у вас будут только обязательные мероприятия, связанные с самообслуживанием, то есть вы на общих кухнях будете по графику дежурить, это вполне нормально. Если вы поступили не по квоте, то вам, и вы являетесь сиротой, вам нужно будет подтверждающий ваш социальный статус документ принести в 403 кабинет административного корпуса. Это Департамент по воспитательной работе и молодежной политике. И, пожалуйста, не откладывайте надолго, потому что мы выпускаем приказ о зачислении вас на полное гособеспечение, если документы все подходят, если вы являетесь сиротой. Понятия полусирота нет. Если у вас не полная семья, то вы можете получать социальную стипендию, если будет справка из органов соцподдержки о том, что вы малый студент, который получает социальную помощь. Обязательно ли присутствовать в адаптационном лагере? Мы рекомендуем, ребят, но если у вас есть причины, по которым вы еще в городе в конце августа не можете появиться, мы не настаиваем. Но рекомендуем, потому что коллектив уже соберется. Так, можно ли остаться в общежитии после заселения? Я так понимаю, в августе. Да, мы для того и заселяем вас пораньше, чтобы вы смогли потом комнату под себя оборудовать, привести ее в порядок. И как остались, прошли все процедуры из графика, можете остаться до 1 сентября. Это не проблема. Студенческая стипендия, это, наверное, имеется в виду академическая стипендия. Да, после того, как вы приступаете к учебе, с 1 сентября вам выплачивается обычная академическая стипендия. Мы называем ее ГАС, государственная академическая стипендия. Она пока у всех в размере на сегодняшний день 2019 рублей, но мы ожидаем индексации стипендий с 1 сентября, то есть будет чуть больше. Будет ли общежитие для заочников? Общежитие предоставляется студентам очной формы обучения. Заочно предоставляется только после заселения всех очных студентов и при наличии мест. Обычно у нас так не бывает, мест не остается. И на период сессии, по-моему, заочникам, да? Обязательно ли вакцинация? При наличии места. Ага, при наличии места. Про вакцинацию вопрос. Вакцинация носит рекомендательный характер, университет не настаивает. Эта процедура в рамках обучения в университете не является обязательной. Все по вашему желанию, но мы все-таки рекомендуем, это ваше здоровье, это ваша ответственность перед родными и близкими. Потому что вы будете учиться в городе с массовым скоплением людей, возвращаться иногда к себе домой, к родителям, к бабушкам, к дедушкам. Здесь был вопрос, вот сейчас, что за справка 086 для медосмотра. Я уже говорила, что поликлиника не требует справку 086, но если она у вас есть, вы ее с собой принесите. Но поликлиника не требует эту справку. Раньше это была обязательная справка, но сейчас такой обязательной установки нет. Вопрос Абрарова Руслана. Заселят его в общежитие или нет, если ему нет 18 и он не может сделать прививку? Руслан, не переживайте, вас заселят в общежитие. Всем реплатникам дают общежитие. Если вы коммерческий студент очного отделения, то да. Пока, ребят, Мы вас заселим. в предыдущие годы всем хватало мест, не переживайте. Если я получаю пенсию по потере кормильца, я могу получать социальную стипендию. Все зависит от того, как органы соцподдержки решат вашу ситуацию, потому что у них есть своя формула подсчета. Вы обратитесь, пожалуйста, в отдел соцподдержки населения по вашему месту проживания. Если они вам назначают социальную помощь, и вы можете такую справку получить, то вы с этой справкой уже обращаетесь, как я говорила, в деканат с заявлением на получение социальной помощи. То есть справка о том, что вы получаете социальной помощи, является основанием для назначения социальной стипендии. Удается ли, ребят,
получать полные ответы на ваши вопросы вот в таком быстром темпе? Надеюсь, да. Можно ли оплатить при заселении только 1 месяц проживания? Гульнас Разин. Да, можно будет. Мы рассматриваем такую оплату, как ежемесячную. Может ежемесячно оплачивать проживание, Если потому нет что возможности, конечно, можете оплачивать ежемесячно. можно за год, можно за половину года, можно ежемесячно. Главное своевременно, ребята. Есть ли какие-то льготы для студентов с детьми? Смотрите, если вы являетесь семьей с ребенком, и вас, опять же, отдел соцподдержки признает семьей, которая нуждается в социальной помощи, вот вы в таком случае со справкой можете претендовать на социальную стипендию. Ну и потом, возможно, написание заявления на материальную помощь, тоже особо нуждающимся студентам, возможно, выделение материальной помощи. Возможно ли дистанционный формат обучения, но на данный момент мы располагаем информацией, что у нас очный формат обучения. Медосмотр нужно проходить всем. Когда будут результаты по вступлению? Если вас интересуют приказы о поступлении бакалавриата, они уже размещены на сайте университета, в группе ВКонтакте. По магистратуре, я думаю, они появятся в ближайшие дни. Если вас интересует что-то конкретное, детально, можете по горячей линии дозвониться до приемной комиссии 287 99 99. Когда можно справку взять справку об учебе? Конечно же, после 1 сентября вы обращаетесь в директорат, деканат своего учебного подразделения и запрашиваете справку. Будет ли учеба по субботам? Товарищ студенты Дели, отвечайте, учитесь ли вы в субботу? По субботам учимся, в этом страшного ничего нет, ко всему привыкаешь. Я думаю, все. Существует ли какой-то дресс-код? Единого корпоративного дресс-кода для студентов в университете нет. Мы рассчитываем на все-таки соблюдение, соответствие каким-то морально-этическим нормам и представлению о поведении в общественном месте человека. Единой формы нет, ребята. Деловой стиль. Так, если заплатить за год проживания не в общаге, а в общежитии, а потом вдруг начнется дистант, деньги вернут. Да, если вдруг такая ситуация будет, надеемся, что такого не будет, нужно будет расторгнуть договор, и все денежки, которые у вас есть на счету, у вас перекинутся на следующий учебный год. То есть есть такая практика. Следующий вопрос интересен. Могу ли я заплатить за общежитие, если проживаю в Уфе? Ребята, пока не торопитесь, уфимцы, оплачивать проживание в общежитии. Сначала уточните, в вашем случае, позволяется ли вам общежитие или предоставляется ли вам общежитие. Если в вашем случае общежитие предоставляется, тогда оформляйте сначала договор, а потом платите за проживание. Пока мы в первую очередь будем заселять иногородних студентов, очной формы обучения. Нужно ли для стипендий заводить новую карту? Вам самостоятельно это делать не нужно. У нас отдел стипендиального обеспечения делает это централизованно, вам будут выданы карты, поэтому к первой стипендии все будет в норме. Это были все вопросы, да? Ребята, это была онлайн-встреча, она всего лишь предварительная. Надеюсь, на ваши вопросы вы получили ответы. Если нет, смотрите график всех мероприятий в августе, задавайте вопросы в группе ВКонтакте, в Инстаграм, уже в ваши учебные подразделения, студенческий совет и заместитель декана по воспитательной работе каждого факультета института ответят на эти вопросы. И напоминаю вам, что ваш учебный год и в целом университетская студенческая жизнь начинается не 1 сентября, а уже прямо сейчас. Будьте активны, включайтесь в учебную работу и учебную обязательно. Мы ждем вас всех с нетерпением. До встречи!